еще в 1965 году, когда был объявлен всесоюзный поход по местам революционной боевой трудовой славы советского народа. К 1968 году это движение дошло до Казанского университета, и ребята-географы, как более организованные туристы, пошли по местам сначала комсомольских строек в пределах Поволжья, а потом перешли на тему 146-й стрелковой дивизии, сформированной территории республики. Многие из сотрудников и преподавателей, которые работали в университете, подсказали им тему, и начался поиск. Поиск был иного характера. Шли по местам боев, отрабатывали музеи по местам боев, военкоматы, печатные издания, и собирали материал. В результате походов, например, до 800 человек выявляли погибших участников из Татарстана. Списки складировались, лежали до определенного времени. Но вот с 1971 года в поход включились историки, филологи, журналисты. Поход приняли немножко характер такой научно-поисковый. Руководил этим направлением Иван Михайлович Чаненко, который в этом году исполняет 120 лет со дня рождения. И одним из командиров во время второго похода стал Иванов Анатолий Александрович, которому в этом году исполнилось бы 85 лет. Вот завтра, 24 января, ему исполнилось 85 лет. Это он потом стал редактором книги памяти, которые издали 27 томов, куда включено 370 тысяч погибших. Замечу, что до этого у исследователя известного Гельманова Замира Ибрагимовича сведений было на 87 тысяч. И эта цифра заслуднена. И вот с истечением поисковой работы и созданием книги памяти выяснилось, что не 87, а 370 тысяч погибших. Это из 700 тысяч ушедших на фронт из Татарстана, вот, практически каждый второй погиб. Но замечу, что поисковое движение, оно по мере развития изменялось, и когда журналисты отделились от историков, они пошли искать редакцию Муса Джалили, газета «Отвага» Второй ударной армии. Кстати сказать, они нашли блиндаж, где размещалось, они даже пишущую машинку нашли, и это позволило им начать поисковую работу на месте боев Второй ударной армии. Вы знаете, Вторая ударная армия, 59-я, 67-я, они попали в очень сложную ситуацию в 1942 году, когда пыталась прорвать блокаду Ленинграда, не смогли. Кстати, 18 числа был день прорыва блокады Ленинграда, где участвовала та самая армия, воссозданная уже к 1943 году, Вторая ударная, которая в 1967-й соединилась, и прорыв был обозначен, и дорога вдоль побережья Аннинского Ладожского озера была восстановлена. Но надо сказать, что вот с этого времени поисковая работа приняла характер поднятия погибших. Очень важное направление, значимое, и студенчество включилось в эту работу очень активно. Они ходили в походы осенние, зимние, больше осенние, потому что именно в этот период и весной они до сих пор так ходят. Я хочу заметить, что вот в коллективе нашем, а мы 21 год ходили без перерыва, если другие десанты, ушел коллектив, новый формируется, это был длительный период, мы существовали 21 год. Так вот, сейчас примерно 7-8 выпускников нашего десанта, я могу так сказать, учителя, которые вводят школьников и на Невский пятачок, и в Вяземский котел, и поднимают останки погибших воинов. Надо сказать, что они активно сотрудничают с нашим фондом Отечества, который является с момента образования 30 лет координатором всей этой работы. И надо сказать, что вот приобрела работа новые качества. Достаточно сказать, тут руководитель не сказал, они ведь являются генерирующей организацией, которая собирает списки погибших, которым удалось восстановить, и выпускает специальные сборники о погибших. Это единственная организация во всей России, которая занимается этой работой. Очень важной, нужной и необходимой. Фактически сейчас не осталось ветеранов. У нас в университете 2 ветерана осталось.
в Убане в возрасте по 96 лет, а тружеников тыла осталось 14. Работать с ними очень сложно, они нужен специальный уход. А так, основная масса – это дети войны. У нас в нашей организации есть дитя войны, которая ребенком была так вывезена, ей сейчас 87 лет. И надо сказать, что этот год, вот 43-й, которому сейчас будет исполнится 80 лет, это 2 февраля 80 лет Сталинградской битвы, потом Курская дуга, потом Украина, освобождение и выход на границы Советского Союза в 1944 году. То есть год очень напряженный, очень сложный, и нужно проводить большую воспитательную работу среди студентов. Но у нас студентов много, около 50 тысяч, только в Казанском университете, а вот в Вахитовской районе, который я представляю, как председатель Совета ветеранов, 31% учащихся города Казани учатся там. Поэтому мы, ветераны, выходим во все школы и ведем работу. Сначала проводим непосредственно викторину, заранее посылаем вопросы, ответы мы не даем, ответы только руководителям школ, а потом они проводят эту викторину, и мы при встречах выходят преподаватели наши, активисты, которые позволяют рассказать детям о том, что было под Сталинградом, как было, и в то же время подвести итоги. Я считаю, эта вот связь поколений, она очень важная для всей нашей работы. И то, что вот прошла организация за 55 лет десантского движения, надо сказать, что это явление характерно только для нашей республики. Было, мы родоначальниками являемся в этом плане, и мы никогда не думали, что она разрастется до таких величин, потому что я был участником в 1968 году Киевского слета победителей, и там даже не было такого направления в движении. Я это хорошо помню, я был молодым человеком, служил в погранвойсках и с этим встречался. Поэтому, когда пришел в студенческую скамью, я спокойно вошел в эту работу и вот на протяжении всей своей жизни занимаюсь ей по сей день. Спасибо за внимание. Спасибо.